вместе с ним ушла целая эпоха. Я как представитель старого поколения тотцевцев могу сказать, что он даже приютил на некоторое время татарский общественный центр в институте. А что было основой его взглядов? В историческом плане у него, конечно, знаний было явно недостаточно. Мы критикуем не человека, а его взгляды. Он как академик там даже пытался повлиять на процесс этот насильственным, так сказать, путем. Уважаемые зрители и слушатели, мы продолжаем цикл наших программ «Актуальное прошлое». Сегодня мой собеседник Дамир Валерьевич Исхаков, наш давний друг, мой любимый соавтор и вообще замечательный ученый, политический и общественный деятель. Мы вернулись из отпусков, и после выхода нас застала врасплох трагическая весть о смерти одного из создателей Академии наук Республики Татарстан, академики Мирфатых Закиевича Закиеве. Надо подчеркнуть, что он пришел в ИАЛИ, стал директором Института языка, литературы и истории в тот же год, когда я закончил аспирантуру и начал свою научную деятельность. Уже это показывает, что он человек заслуженный, уже давно сделавший себе имя в науке. И надо сказать, что на первых порах его деятельность в ИАЛИ была таким свежим ветерком, поскольку он много занимался хозяйством. Впервые, можно сказать, те, кто ездил в экспедицию, стали получать, например, настоящее оборудование. Нас подключили через физтех к академическому снабжению. Мы получили новые спальники, палатки, другое оборудование. И тушенка тоже хорошая была. Да. То есть он вот как раз, надо сказать, что в этом смысле он сделал большой шаг. Ну, в научном плане, конечно, я небольшой специалист в области филологии, но по отзывам, например, специалистов по историческому языкознанию, надо сказать, что он это направление не очень любил и постепенно убрал всех специалистов, которые занимались этим аспектом филологии из ИАЛИ. Но, тем не менее, надо подчеркнуть, что вместе с ним ушла целая эпоха. Эпоха людей, которые еще учились языкознанию на примере стадиальной теории Марра, во многом сохраняя вот эти самые традиции. И нам, конечно, как историкам, этнологам, очень интересно, как вот эти вот идеи преломлялись в его деятельности и в его взглядах на историю татарского народа. Я думаю, что Дамир Валерьевич продолжит тему и расскажет свои впечатления о Мирфатых Закиевиче. Ну, у меня действительно есть собственное мнение по поводу его директорства, его работ. И не скажу, что отрицательно все, есть положительные стороны. Вот, например, когда он пришел в директорство в институте, он из сектора археологии и этнографии выделил самостоятельно направление этнографии, лаборатория этнографии, потом отдел стал. Это послужило нашему дальнейшему усилению этнографов. Мы как раз занялись серьезными делами. Уже систематически ездили многие годы, как раз собирали материал для историко-этнографического атласа. Это очень важное направление было. Но вот я скажу, что время, когда он оказался, кстати, довольно случайно в нашем институте во главе его, потому что должен был быть вообще-то Халиков, он претендовал на это место. Вот не получилось у него. Закиева спустили из обкома к нам. Сейчас я в деталях останавливаться не буду, но скажу, что вот как раз перед его приходом уже в Институте языка, литературы и истории фактически шло такое брожение, можно сказать, идеологическое, потому что ученые, которые имели серьезное намерение написать новую историю татарского народа,
хотели выйти за традиционные рамки истории ТССР, которые все время писались, начиная с 40-х, 50-х годах особенно. А потом вот пришло мнение, что необходимо все-таки историю татар рассматривать на более широком поле. Это была очень здравая мысль. И даже могу сказать, что к 1985 году Равиль Фахрутдинов даже план-проспект подготовил, новую историю татар. Мы обсуждали этот проспект. И вот Закиев пришел на этом фоне. И там уже к его приходу мы начали обсуждать некоторые весьма серьезные проблемы. Потому что когда ты начинаешь писать новую комплексную историю татар, а на истории татар можно сломать любое копье. Она очень сложная. И мозги. Да, мы уже имели некоторые такие идеологические взгляды, что необходимо традиционные взгляды менять. На самом деле вот до нас господствовала точка зрения такая булгаристская, что главное у нас булгары, татары вообще не имеют особой роли в нашей истории, что вообще это монголо-татарское завоевание, так называемое, сыграло только отрицательную роль. Но мы знаем, что это было заложено еще со сталинских времен, в известном постановлении 1944 года. И вот институт наш как бы продолжал эту линию, но внутри института истории шло глухое брожение, и ученые, которые серьезно занимались этническими вопросами истории на широком поле, они уже понимали, что вот эта точка зрения, она ошибочна и слишком узка, и не соответствует той парадигме, которая была заложена еще в работах Шиабуддина Маржани. Маржани, как основоположник, об этом сказал уже. И вот это очень важно, и как раз приход Закиева, он мог дальше повести линию развития по разным направлениям, но он, к сожалению, выбрал вот, собственно, старую парадигму булгаристскую. И вот здесь Искандер Леронович начал говорить, и он не просто эту линию продолжил, он фактически не дал возможности и языковедам развиться в несколько другом направлении. Вот я помню, что под его напором ушел Фарид Хакимзянов, единственный специалист по булгарскому языку в нашем институте тогда. И Рифхат Ахметьянов вскоре был выдавлен, очень серьезный лингвист, который потом сделал двухтомный этимологический словарь татарского языка. Это уникальное издание, которое было сделано вне стен Ияли. И вот очень Искандер Абдуллин. Да, Искандер Абдуллин, который занимался кипчакскими рукописями. Это же кипчакский язык, это фактически есть татарский язык на самом деле, и имеет истоки глубокие, в том числе и на дозолотоордынском этапе, очень важное было. И вот все они не смогли разворачиваться в лингвистическом плане. И вот поэтому я думаю, что лингвистика в Ияре тоже пошла не в том направлении, она стала слишком узкой и нацелена только на взгляд одного человека, это не пошло на пользу дела. А в историческом направлении вообще вот у нас случился серьезный такой кризис. Можно? Да. Надо сказать, что приход Закиева совпал еще с серьезными общественными процессами, которые происходили вообще в советском обществе. Началась перестройка, гласность. И вот в этих условиях ему, конечно, было, как человеку старой закалки, трудно управлять коллективом мыслящих, по-современному мыслящих людей, которые требовали дискуссий, обсуждений, а он как раз оказался не совсем готов к этому. То есть, когда, как советский директор института, он был очень хорош, а вот в новых меняющихся условиях он не смог руководить, перестроиться и перестроить коллектив, и произошел такой кризис, произошло такое идеологическое противостояние, когда часть коллектива, ну, можно сказать, потребовала создания нового отдельного института истории. И вот тут надо понимать, это же у нас был старый советский опыт, мы проводили многочисленные семинары всякие теоретические, и уже на семинарах было видно, что назревает некоторый другой взгляд, чем был в традиционном советском обществе,
в том числе татарском. И потом вот у нас был такой институт, Совет молодых ученых. Там некоторые вещи молодые ученые обсуждали. Тогда более-менее соотношение старшего поколения молодежи было нормальным в ЯЛИ. И молодежь из-за того, что выдвигала новые взгляды, она вот продвигала эти свои идеи. И как раз Закиев оказался не совсем готов вот к этим изменениям. Но я не скажу, что он выступал против даже национального движения. Вот я как представитель старого поколения тотцевцев могу сказать, что он даже приютил на некоторое время татарский общественный центр в институте. Мы занимали комнату там музея Галимджана Ибрагимова, то есть он здесь оказался содействием. Но вот свои взгляды поменять не смог, к сожалению. И, может быть, у него не хватало вот кругозора по поводу исторических дел. Потому что вот я, например, как человек, который окончил московскую аспирантуру и очень сильно общавшийся с Шамилем Фатаховичем Мухамедьяровым, который долго занимался историей Золотой Орды тоже, и вообще у него другой бэкграунд был как ученого. Вот он-то понимал, и я вслед за ним, при его, так сказать, влиянии, я тоже понимал важность новых подходов к историческим исследованиям. Шамиль Фатахович об этом еще в 1968 году в Японии на международной конференции в Киото сказал, и у него интересная публикация была об основных этапах этногенеза татар. Там уже все вещи были заложены на самом деле. И вот из-за того, что Закиев не смог повернуться в нужном направлении, у нас случился кризис. Ну, на самом деле, этот кризис, конечно, был такой общетатарский, но в данном случае в гуманитарной исторической науке случился. Но я не скажу, что он, так сказать, был совсем плохим делом, потому что начались дискуссии, вот самое важное. И тогда уже были достаточно выраженные элементы демократии. Нас невозможно было, молодежь, заставить замолчать. Мы начали писать в разных местах, в том числе и в средствах массовой информации. И вот я могу сказать, что бурные дебаты происходили на страницах газет, журналов. У нас даже при журнале «Идыль» был такой достаточно самостоятельный, такой интеллектуальный клуб, который обсуждал серьезные теоретические вопросы, в том числе с привлечением и известных ученых. Вот я помню, в нашей дискуссии участвовал Миркасым Усманов, ну, другие, даже те, которые прямо не были задействованы в средневековых исторических делах, тоже участвовали. Ну, экономика, социология. Да, другие тоже участвовали. То есть вот там шла наработка вот на разных пространствах новых подходов к исторической науке. Поэтому, когда вот Академия наук создалась, и под нашим бурным воздействием Минтимир Шаймиев подписал указ о выделении из ИАЛИ Института истории, уже ситуация была более-менее готовой к изменениям, потому что тогдашний советник Шаймиева Рафаэль Хакимов тоже придерживался примерно таких же взглядов, что и вот прогрессисты, татарские ученые, историки. И поэтому этот поток, он на самом деле стремился по-новому представить татарскую историю. И мы после создания Института истории в 1996 году, несмотря на то, что Закиев еще продолжал сопротивляться на страницах газет, журналов, писал свои взгляды, мы уже на это не смотрели и начали вот создавать новую концепцию истории татар. Она была новая только отчасти, потому что фактически это то, вот, чем занимался Шайхабуддин Маржани. Мы были продолжателем этого дела, и ряд ученых, которые еще в 20-х годах писали на эту тему. Поэтому я думаю, что вот это была на самом деле самая важная дорога к будущему многотомнику. То есть многие вещи созрели заранее в наших головах. И я думаю, что сейчас, вот уже спустя многие годы, мы понимаем, что мы были достаточно активны в продвижении вот этих идей. Конечно, мы, хотя в Казани работали и здесь выдвигали свои идеи, на самом деле мы выступали и на таких форумах разных, в том числе и высокого уровня. Международных. Да, международных. Вот в 1993 году мы здесь в Казани первую Золотоордынскую конференцию организовали. Правда, потом Мирфатух Закиев не захотел публиковать материалы, потому что там были и зарубежные ученые, и наши ученые высказывали идеи, которые не соответствовали его взглядам.
Да, в Венгрию ездили вот в 90-м году, в Дебрецен мы там тоже. Да. Нет, 98-й, вот на... Это потом туда тоже ездили, да. То есть мы проявляли международную активность. Поэтому уже было ясно, что вот старые взгляды, они не смогут сохраниться, шла трансформация. Я помню, даже Мирхат Закиев написал в журнал «Советской этнографии» по поводу вот ясачных чувашей. Это мои взгляды он критиковал, потому что они не соответствовали его подходам, что все татары – это булгары, из каких-то непонятных кушанов, касанцев происходит. Конечно, это не соответствовало стандартам международной науки, и вот мы это критиковали. Но на самом деле, конечно, никто из нас, вот людей, которые выдвигали новые идеи, и не думал отказываться от булгарского наследия. Мы об этом еще отдельно скажем. Просто шло восстановление прежней линии полноценной татарской исторической науки. После вот этих сталинских зажимов, когда татар фактически заставили подчиниться постановлению 1944 года, мы вот в условиях демократии смогли восстановить главную линию развития исторической науки. И вот я уже не зря сказал, ряд ученых старшего поколения нас поддержали. Вот особенно я здесь хочу вспомнить Миркасыма Усманова, который имел докторскую по золотоордынской тематике и был весьма осведомлен об истории Золотой Орды. Он фактически был, так сказать, вместе с нами. И потом мы это использовали и при написании многотомной татарской истории. Идус Рязакович Тагиров и Асгар Гаталович Мухаммадиев тоже поддерживали. Но это были люди, которые занимались этой проблематикой. Надо сказать, что тут, когда мы критикуем Мирхата Закиевича, мы критикуем не человека, а его взгляды. То есть человеком он был вполне лояльным и терпимым, но вот когда заходила речь о научных работах, научных дискуссиях, здесь уж мы должны были размежеваться. Прежде чем говорить о дальнейшем становлении науки и роли Мирхата Закиевича, я бы вот хотел поговорить о том, а что было основой его взглядов. Мне кажется, что само образование его филологическое, еще я говорю, в эпоху, когда изучали теорию Марра, и в языкознании были представлены такие взгляды, что там все языковые элементы происходят из 4 словов: бер, сер, мер и еще что-то там. Они оказали, конечно, неизгладимое впечатление на него. А в этнологии соответствующим образом он тоже был выходец из советской этнологии. То есть она повторяла те наработки, которые были сделаны еще в XIX, начале XX века. Это прежде всего тот самый пресловутый примордиализм. Это страшное слово означает просто то, что считается, что этнос, народ, он воспроизводит сам себя. Вот он изначально, вот эта этничность, какие-то этнические чувства, характеристики, они характеризуются человеком от рождения. Они не являются социально преобразованным, социально приобретенным каждым человеком, а они присущи. Вот если родился татарином, то ты и будешь татарином. Если родился русским, то ты и будешь русским. Примерно такие же взгляды, даже такой выдающийся ученый, как Лев Николаевич Гумилев, он тоже разделял, к сожалению, именно такие взгляды, пытался под них подвести научную базу. И вот Мирхат Закиевич ничем не отличался от... И Альфред Александрович Халиков, к сожалению, тоже был заложником вот этих самых представлений, которые они учили в университете, писали труды и потом не смогли выскочить из этой колеи. Кроме того, что вот сам этнос считался изначально присущим обществу,
и этнический процесс рассматривался как такой механический перенос. Это или миграции, или ассимиляции какие-то. Ну, собственно говоря, как такое материальное явление. То есть сложные процессы этногенеза и этнической истории, которые прежде всего происходили в смене картины мира, в смене того или иного слоя социального в обществе, ими понимался как изначально присущий и от века существующий. Вот мне кажется, что основа дальнейших разногласий наших кроется именно в этом. Это верно, но мне кажется, что вот этому поколению ученых, может быть, за исключением Халикова, не хватало еще знания, в том числе и мировой литературы. Вот очень важно. Я, будучи аспирантом московским, там и в спецхранах работал. Потом вот в 1993 году мне посчастливилось в Соединенных Штатах почти 50 дней побывать. И там я в библиотеках читал много работ и большое количество ксерокопий привез. К сожалению, вот многие вещи, про которые эти ученые не догадывались, уже за рубежом давно были проработаны. И вот незнание ими иностранных языков, вот особенно невыездной характер тогда наших большинства ученых, делал их фактически заложниками ситуации, и они остались вот при старых взглядах. Это, конечно, печальная картина, но, тем не менее, вот я все-таки хочу сказать, что если бы у них было очень большое стремление, можно было бы знания найти. Вот Шамиль Фатихович Мухаммедьяров же нашел знания. Но у него, правда, была очень старая, так сказать, связка с предыдущим поколением татарских политиков. Хорошая библиотека была, и поэтому он и ездил много. Из-за этого, может быть, он смог приобрести эти дополнительные знания. Ну, плюс к тому, да, вот, к сожалению, советская подготовка тоже не всегда была хорошей. Вот Закиев же не имел университетского образования. Вот мы со Сканаром Низамовичем имеем университетское образование, хотя вот спустя много времени иногда советские университеты и поругивают, но я так думаю, что нам давали неплохое образование. Базовое. Базовое, да. А уж остальное мы сами добирали. Там вот в университетской библиотеке, там, по-моему, тогда было 3 миллиона томов книг, и мы там погружались в эти дебри. Оттуда все, что угодно можно было вытащить при желании. И спецхран вообще-то был тоже, мы туда ходили тоже. При желании теоретический взгляд тоже можно было поменять. Вот я помню, я тоже начинал как марксист, «Капитал» тоже штудировал, 24-ю главу так «Капитала» до сих пор помню. Да, ну, вынуждены были, да, но хотя марксистская философия сейчас критикует, но ведь там тоже своя идеология, своя логика была, поэтому… Целостная картина мира. Да, это не так плохо. И поэтому с этой точки зрения, когда мы общались с зарубежными коллегами, мы себя не чувствовали ущемленным чем-то в знаниях. Ну, может, мы кое-что не знали, но потом мы добрали все это. Вот я думаю, что вот эту сторону тоже надо иметь в виду, что недостаток образования тоже сыграл существенную роль. Вот Мирхат Закиев, он, конечно, я его в сферу филологии не хочу заходить, но в историческом плане у него, конечно, знаний было явно недостаточно. Это видно было в его построениях, в логике его рассуждений. Сейчас это особенно хорошо видно, потому что сейчас эта мировая литература вся доступна, в том числе в интернете можно все почитать. И поэтому уходящие вот эти натуры с их недостаточно развитым багажом сейчас уже смотрятся вообще как печальные картины, к сожалению. А вот интересный момент. Вот когда произошла смена мировоззрения от советского ученого, который получил университетское советское образование, а вот что сыграло поворотный момент? Знакомство с трудами Андерсона, Гелнера? Ну, у меня важный этап был нахождение в Москве в аспирантуре. И вот я могу сказать, что там же были многие крупные ученые, которые, вот Сергей Токарев, например, которые были звездами первой величины, семинары тамошние. Но не только там, чтение зарубежной литературы тоже входило в наш круг, потому что нас обязывали читать зарубежную этнологию. Это сильно влияло. Потом ведь вот надо иметь в виду, что Институт этнологии тогда по советской традиции проводил большие многочисленные семинары. И там, так как это внутриведомственное, так сказать, занятие, там ученые особенно
не стеснялись, выражали довольно интересные мысли, не всегда марксистские, кстати, могу сказать, дискуссии шли. Скажем, уже тогда были сторонники больше так, русского национализма, еврейского ученые немножко другие вещи проповедовали. А мы, которые аспиранты там сидели, всем этим проникались, у нас взгляды, так сказать, расширялись, и мы уже готовились к дальнейшему старту. Могу сейчас сказать просто, что вот из того поколения ученых, аспирантов, которые со мной были, потом многие стали видными учеными, участниками национальных движений, идеологическими вещами занимались. То есть подготовка шла разносторонняя, и мы постепенно отходили от старых кондовых советских взглядов еще вот в те времена. А когда я сюда приехал, я отчасти уже влился в местный коллектив, то увидел, что здесь тоже есть люди, которые мыслят примерно так же или же близко. И вот мы уже в процессе общения, так сказать, прониклись идеями друг друга, приспособили наши взгляды, полученные в Москве, под местные реалии, и начали взаимодействовать в нужном направлении. Я думаю, что отчасти уход от советских старых взглядов был предопределен и самой динамикой советского общества. Оно менялось. И вот мы попали в этот поток бурный, и в итоге возникли совершенно иные исторические представления. Но потом мы уже вот окончательно их, так сказать, ввели новые рамки, когда начали делать многотомную историю татар. Да, но это поворотный момент. Ко времени, когда мы подошли, мы уже более-менее были готовы к этой работе. Да. Одна из первых, это, где отрабатывались вот эти концепции, была энциклопедическая статья о татарах, где нужно было кратко, емко изложить всю концепцию. Ну, да, это весьма любопытная история. Там же вот наши взгляды с Искандером Леонидовичем пытались скрестить со взглядами Закиева, например. Была такая попытка. Хотя это было невозможно. Ежа сужу. Да, в конце концов, все равно наша статья прошла, потому что было ясно, что мы вот в научном плане лучше проработали вопросы и вообще подходим под общие исторические взгляды больше. В итоге, конечно, Мирхат Закиевич пытался как-то воздействовать, он как академик там даже пытался повлиять на процесс этот насильственным, так сказать, путем. Да, но надо сказать, здесь огромную роль сыграл, конечно, Мансур Хасанович Хасанов, да, который был директором, курировал татарскую энциклопедию, и когда он прочитал разные варианты предложенной статьи, он выбрал нашу, и после этого довольно строго придерживался. Я помню, когда говорили, вышел энциклопедический словарь, и ему давал большое интервью, он прямо процитировал именно нашу статью. То есть надо отдать ему должное, что он был человеком очень в этом смысле тоже подготовленным к изменениям. Вот он человек старой закалки, но тем не менее смог перестроиться. Нет, но среди татарских ученых были такие. Таким образом, можно сказать, что период нашего активного взаимодействия с Мирхатом Закиевичем происходили изменения во всем татарском обществе и в татарской науке. И вот он олицетворял старые знания, которые советские знания, взгляды на татарское можно сказать, общество. Закоренелый советский взгляд. Закоренелый, да. А мы представляли новые подходы. И в результате этих подходов закономерно молодая, новая, развивающаяся наука, которая была созвучна мировому развитию этнологии, победила.